новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эрик Чкадо в момент убийства был в другом месте, утверждает свидетель Валина Сангуля. Продолжается заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Мухаджиров. 24 954 человека на 1 апреля 2023 года перерегистрацию прошли более 50% пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Российско-абхазские литературные взаимосвязи, традиции, опыт сотрудничества, перспективы. Круглый стол в Абхазском институте гуманитарных исследований. Начнем с официальной хроники. Алхасу Квицини присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Указом президента Республики Абхазия Аслана Бжани чрезвычайному и полномочному послу Республики Абхазия в Российской Федерации Алхасу Квицини присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Посол Абхазии в Москве Алхас Квицини 5 апреля вручит верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом он сообщил РИА Новости. Квицини уточнил, что он приглашен на церемонию вручения грамот в Кремль на 15:00. Для меня, для посольства, для моего государства это событие имеет важное значение. Этого торжественного дня мы ждем с нетерпением и готовимся, сказал он. Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказывал на брифинге с журналистами о том, когда состоится церемония вручения верительных грамот президенту Российской Федерации Владимиру Путину иностранными дипломатами. Между тем, как сообщает пресс-центр МИД, министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Ардзинба отбыл с рабочей поездкой в Москву для обсуждения актуальных вопросов абхазо-российского межгосударственного взаимодействия. Положение дел в энергетической отрасли обсудили на еженедельном совещании, которое провел президент Аслан Бжани. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган отчиталась о проведенных мероприятиях в рамках по инфраструктурному кредиту на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии. Глава государства поручил ускорить этот процесс. Участники совещания обсудили, в частности, произведенные на высоковольтной линии очкуара работы. В связи с активным ростом высокорастущих деревьев на некоторых участках линия оказалась в опасной близости от макушек деревьев. Президент поручил обследовать маршрут всей линии для выявления и устранения источников помех, а службе государственной безопасности содействовать в исполнении данного поручения. Речь также шла о законопроекте о регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаш Ашуба рассказал, что депутаты парламента уже ознакомились с законопроектом, опубликованным на официальном сайте Кабинета министров. При этом настоящий проект закона еще не поступил в Народное собрание парламента Республики Абхазия. На совещании обсуждались и другие вопросы актуальной повестки, в числе которых вопросы межправительственного соглашения об инвестиционной деятельности российских компаний в Абхазии, соглашению об инвестиционном проекте по аэропорту имени Владислава Ардзинба. Печальная весть. На 85-м году жизни скончался старейший археолог Абхазии, кандидат исторических наук Игорь Цвинария. Основные научные интересы были связаны с периодом энеолита и ранней бронзы в Абхазии. Он впервые установил характер древних абхазских жилищ, выявил дольмен в Кромлихе, древнюю каменную скульптуру матери-прародительницы IV века до нашей эры. Игорь Цвинарий был не только ученым, но и творческой личностью. Он автор десятка стихов и песен. Цвинарий – участник национально-освободительного движения абхазского народа. Один из подписантов знаменитого абхазского письма, ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В 2004 году указом первого президента Владислава Ардзинба награжден орденом Ахдзябша III степени. Эрик Чкадо в момент убийства был в другом месте. Свидетель Валина Сангуля утверждает, что лично разговаривала с Эриком Чкадо возле дома
его родителей практически в момент убийства. Женщина помнит, что это было именно 22 ноября 2019 года, потому что накануне у нее украли аккумулятор. А точное время, потому что ее внуки просыпаются в 2 часа дня. Еще один свидетель защиты в деле о тройном убийстве на набережной Махаджиров дал показания в суде. Подробнее Надежда Боровикова. Адвокаты обвиняемых по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров продолжают представлять доказательства невиновности своих подзащитных. В этот раз в суд пригласили Валину Сангулия, соседку родителей подсудимого Эрика Чкадуа. В ходе предварительного следствия показания у нее не брали. В суде же она рассказала, что 22 ноября 2019 года, в день тройного убийства на набережной, встретила Эрика Чкадуа возле дома его родителей. Я их на улицу вывела. И что там расстояние, где они живут, где я живу, оттуда трасса. С детьми прогуливаюсь, иду, смотрю, это Эрик встречает, с гаража выходит. Вот. Я говорю, здрасте, здрасте. И спрашивает, ой, как дела? Я говорю, ничего. Я говорю, вот так. Что делаешь? И вот, говорит, собаку, говорит, я... Родителей нету. Я даже не знала, что их не было дома. Даже... Они в Москве, оказывается. Он мне сказал, говорит, они в Москве на лечение. Говорит, плохо было, на лечение поехали. Там папе плохо, мама с ними поехала. Я, говорит, приехал сюда собаку кормить. А тут, говорит, нету корм. Мне пришлось, говорит, корм купить. Чуть-чуть осталось, говорит, корм вообще нет. Вот это разговоры у нас были. Валина Сангулия рассказала, что воспитывает 2 малолетних внуков. Время, когда она встретила Эрика Чкадуа, свидетель запомнила, потому что это было после их дневного сна. Тройное убийство на набережной произошло в 14:40. У меня точно, они 12 часов ложатся спать. Часа 2-1,5 по-любому спят. Потом я их одеваю, минут 5-6 там одеваю, потом вывожу их, 5 минут, там 3 минуты надо на трассу выйти, где они живут. По-любому 2:30 я с ним стояла. Получается, минут 20 с ним встретилась, 2:30 точно стояла, уже 5 минут прошло. Ага, еще минут 5, ага, 6 там постояла. Минут 10 там с ним постояла. Потому что мне дети не дали без ним постоять, они бегают. То, что встреча с Эриком Чкадуа имела место именно 22 ноября, Валина Сангулия помнит, потому что накануне из их семейной машины украли аккумулятор. 21-го это было, я пожизненно запомнила. Машина обычно в гараж ставим, а тут кто тронет? Взяли, поставили перед домом. Ну, что просим? Наша, да. Нива зеленая была. Утром встаем на работу и идти, аккумулятора нет. Пришлось поехать, новый аккумулятор купить, еще на работу опоздали. Вот. Я к нему подошла, по этому поводу тоже сказала. Я говорю, машина не ставь на улице, если родителей нету. У нас вот так ЧП получилось ночью. Об этом эпизоде Валина Сангулия рассказывала участковым, которые проводили опрос после убийства. Там убийство какое-то произошло туда-сюда, и участковые появились и говорят, надо писать соседям что-то. Не знаю, там что пишут они. Ну, а о чем вас спрашивали? Меня спрашивали, говорит, родители, когда последний раз видели, последний раз это видели. Да. Я говорю, а что случилось? Он говорит, вот это убийство, говорит, вот их как-то что-то подозревают или что-то. Я говорю, не может быть. Как это подозревать? Говорю, человек со мной стоит, здесь стоял, говорю. Человек со мной стоял вот здесь. Сторона защиты планировала допросить еще 2 свидетелей, но они не обеспечили явку. Адвокат Автандил Чкадуа рассказал, что приглашал в суд врачей Чагава и Берзения, которые вместе с Анри Бобо провели экспертизу в отношении подсудимого Беслана Бганба. Они также не пришли, поэтому адвокаты попробуют пригласить их еще раз или же обратятся с соответствующим ходатайством к суду. Автандил Чкадуа также подготовил ходатайство о признании показаний Зухраба Шенкау недопустимыми доказательствами, так как он не был обеспечен защитником во время допроса и депозита показаний. Таким образом, показания Шенкау выполнены в нарушении норм уголовно-процессуального законодательства и Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам
административных правонарушений и, по мнению защиты, в соответствии со статьей 75 УПК, является недопустимым доказательством. На основании изложенного руководствуясь статьями 53, 56, 75 УПК РА и статьи 216 пункт 21 Кодекса о судопроизводстве, прошу протоколы допроса Шинкала от 27-29 ноября и протоколы судебного заседания по депонированию показаний 29 ноября и 4 декабря 2019 года признать недопустимым доказательством и исключить из перечня доказательств, представленных стороной обвинения. Гособвинители и адвокат потерпевших высказали свое отношение к ходатайству. Изучив эти протокола, видно, что под каждым протоколом Шинкал ставит свою роспись. Это в качестве допроса свидетелей. И мы оглашали протоколы допроса в качестве депонирования. Здесь я также изучил эти допросы. Более того, здесь вот во втором депонировании вообще отсутствует сведения о том, что Шинкал находился, сведения о знании судьей о том, что адвокат ему требовался, он не предоставил, то есть ему разъяснены его права. Он пояснил, что да, он ознакомлен с этими правами и готов подавать показания. Никаких изъятий о том, что я требую адвоката, я хотел бы адвоката. Если верить словам Чкадо, который говорит о том, что дважды сотрудники милиции срывали протокол допроса, то Шинкал должен был заявить такое ходатайство, зная о том, что его сестра и готова обеспечить ему защиту и помощью своих знаний и по помощи другого адвоката Тани. Ну, по сути, то ходатайство, которое было заявлено адвокатом Чкадо, если я не ошибаюсь, 6 марта еще, оно по сути идентично тому, что заявил он сегодня. На него в судебной коллегии вынесено соответствующее решение, отказано в его удовлетворении. Вот. И кроме того, здесь ссылку я хотел бы напомнить, чтобы напомнили и на конституционный закон о судебной власти, когда шло разъяснение о применении тех или иных норм, чтобы не путали мы, что на самом деле этот вопрос состоит исключительно в плоскости уголовного судопроизводства, и та отсылка, которую пытается сделать адвокат к другому кодексу о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, она неприемлема, здесь не используется. В ходатайстве содержится, конечно, ложная, несоответствующая действительности информация. Так вот во втором абзаце указано о том, что якобы, может быть, Автандила Ивановича ввели в заблуждение, но меня удивило, что Марина Георгиевна поддержала данное ходатайство, так как она была участником непосредственно данных событий, в частности, административного ареста. Здесь указано о том, что якобы в коридоре суда ожидали адвоката Шинкау Жанна Абдуловна и Таня Марина Георгиевна. Ну, насколько я помню, адвокат Шинкау Жанна Абдуловна стала адвокатом намного позднее, нежели чем на тот момент, когда рассматривалось данное ходатайство, поэтому это не соответствует действительности. Здесь указано в этом ходатайстве, в абзаце 2, о том, что судебное заседание прошло без участия адвоката и ожидала адвокат Таня Марина Георгиевна. Вот здесь четко написано, сорвав судебное заседание с участием Тани, в результате без участия адвоката Шинкау был арестован на 15 суток. Однако мы видим в суде в материалах уголовного дела иную картину, то есть здесь ходатайство содержит защитника ложную информацию. Адвокаты подсудимых прокомментировали аргументы обвинения. Определяет порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях, где четко написано: порядок судопроизводства по делам об административных правонарушениях на территории Республики Абхазия определяется Конституцией Республики Абхазия. Это, наверное, тоже не будем мы оспаривать. Как уважаемая сторона сказала, откуда знал суд. Я не хотел это здесь указывать, но вы ознакомьтесь. 24-го, во избежание всех вот этих, то, что было здесь мной сказано, Миканба арестовала его. И спустя на 5-й день Миканба депонировала его. Вы вот это хотели услышать? Посмотрите, и что она не знала, наверное, это просто цинично.
об этом заявляют. Уважаемый свидетель Шинкал был лишен возможности пригласить во время, в тот период, когда его в статусе свидетеля или кого, я не знаю, был допрошен. Хотя перед этим за 4-5 дней на этапе его задержания, когда Микхан, уважаемый судья, его санкционировал по административке, он был обеспечен защитой под фамилией Таня, но в дальнейшем он был лишен меня приглашать, он находился у них и он был лишен. Но в последующем, на втором этапе, когда опять же его санкционировали, не выходя из здания СКБ, он дважды был санкционирован, он был лишен возможности. Мое присутствие на депонировании, это было обозначено не в защиту Шинкала свидетеля, а я защищала другого, по данному уголовному делу другого подозреваемого. Суд ушел в совещательную комнату, а спустя час было объявлено решение – ходатайство оставить без удовлетворения. Следующее заседание состоится 11 апреля. Надежда Боровикова, Саита Мухава, Абаза ТВ. 400 видов на жительство получат жители Галского района Абхазии. В паспортное отделение по Галскому району паспортного управления МВД поступило 400 бланков вида на жительство. Среди получателей вида на жительство жители города Гал и сел Галского района. Списки вывешены в фойе паспортного отделения. Выдача документов производится в рабочем порядке ежедневно с 9 до 18:00, кроме выходных дней, сообщает Галмедиа. Отдел госавтоинспекции Гудаутского РУВД не укомплектован на 40%, сообщил «Спутник». Начальник гудаутской милиции Зосма Гицба. Из-за нехватки сотрудников УВД мы поделили личный состав на 2 группы, чтобы в один день на работу выходила половина сотрудников и вторая половина на другой день, сказал он. Гицба подчеркнул, что у него в подчинении 20 сотрудников госавтоинспекции. Впереди летний сезон, во время которого объем работы увеличивается в разы. Министр внутренних дел Вальтер Будба вручил призы победителям конкурса «Мы против наркотиков». Соревнования проходили среди учащихся средних школ Гулрыбского и Галского районов, городов Ачимчира и Ткварчал. Подробности в материале пресс-службы МВД Абхазии. Министр внутренних дел Вальтер Будба вручил подарки победителям конкурса сочинений на тему «Мы против наркотиков» и конкурса рисунков «Нет наркотикам». Соревнования проходили среди учащихся средних школ Гулрыбского и Галского районов, городов Ачимчира и Ткварчал. Конкурсы организованы в целях формирования правовых знаний и культурных ценностей у школьников, направленных на негативное отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, профилактику употребления алкоголя и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. Наркоманов в нашей стране, к сожалению, не становится из года в год меньше. Число их не растет. И они вовлекают в свою среду очень много молодых людей. Каждый наркоман старается, он же исчерпывает возможности финансовые своих родственников. И тогда они начинают выбирать из числа студентов, из числа учащихся школ, молодых людей, у которых состоятельные родители. Цель только одна – использовать деньги его родителей для приобретения наркотиков и употреблять их совместно. Вот единственная цель, которую они преследуют при вовлечении туда молодежи. В Министерство внутренних дел Абхазии было представлено 50 сочинений различного жанра. Сочинения, рассуждения, очерки, рассказы, эссе. Это размышления девочек и мальчиков по этой очень важной проблеме. Наркотики – одна из важнейших проблем не только всего общества, но в большей степени подростковой и молодежной среды, подчеркнул в беседе со школьниками министр Вальтер Будба. Я хотел бы, чтобы вы это все понимали. Психология наркомана, она пагубна. Я вам больше скажу, что есть святые матери, что ничего, правильно? Они даже своих родителей не видят. Они преследуют только одно – это получить удовольствие от употребления наркотиков. Но это не удовольствие, это болезнь. Он без этого жить не может. И он становится намного ограниченнее. Мы хотим среди вас приобрести друзей, которые так же, как и мы, смотрят на эту проблему. Так же, как и мы, которые вместе с нами будут стараться как можно больше
но в вашем случае это не допустить вовлечения ваших товарищей, одноклассников в эту среду. А мы, в свою очередь, будем помогать, чтобы те, кто вовлекают, быстрее садились в тюрьму. На награждении присутствовало все руководство Министерства внутренних дел. Правоохранители подчеркнули важность участия молодых людей в данном конкурсе, отметив, что гражданская позиция человека формируется уже со школьной скамьи. Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо вам, спасибо, что моя работа была оценена на столь высоком уровне. Наркомания действительно является одной из важнейших проблем 21 века, общества 21 века. И, как говорил Мейсон Кули, наркотики подводят нас к вратам рая и закрывают их перед нами навеки. Спасибо. Первое место на эссе присуждено Баграту Какубава Садченко, второе – Закану Закарая, третье место по итогам конкурса отдали Георгий Заракуа. В конкурсе «Мы против наркотиков» в номинации «Рисунки», проводимом в рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, были отмечены грамотами Инна Кутеля, Патимат Абдурашидова, Русудан Мархулия. Всем школьникам также раздали памятные подарки от постоянного партнера МВД мобильного оператора Абхазии «Амобайл». После торжественной части мероприятия учащихся знакомили с историей органов внутренних дел Абхазии, заслугами и достижениями руководства и сотрудников ведомства, героических подвигах милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и во время Отечественной войны народа Абхазии, а также основными направлениями деятельности милиции и показали реальную работу некоторых очень важных подразделений. Помощник министра внутренних дел Батала Гарба провел школьников в основной информационный узел МВД, дежурную часть. В центральной дежурной части производится мониторинг всего ведомства и режимных объектов, удаленный просмотр камер видеонаблюдения общественных мест, а также транспортных потоков и всех постов ДПС госавтоинспекции. Марицинское ущелье, вот здесь. Вот здесь у нас Чемчирский район отражается, это город Сухум. Тут еще много у нас есть камер. Вот 02, когда звоните, вот попадаете вот этим товарищам. Эти товарищи имеют оперативную группу, которая в сутки заступает порядка 5-7 человек с разных служб. И также у нас есть специальная связь, это рация. Кто-то хочет попробовать, мы вам дадим возможность. Кто самый смелый? Сюда, в дежурную часть, поступает информация о всех происшествиях в республике. Формируются оперативные сообщения, регулируется работа патрульных экипажей, которые круглосуточно следят за порядком в городах и районах Абхазии. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Ну, командный голос должен быть. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Все, держи. Вот эту кнопку нажимаешь, и говоришь. Барс, доложи, пожалуйста, где экипажи. После знакомства с работой дежурной части учащиеся посетили экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел. Ребятам сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД рассказали о специфике баллистических экспертиз. Это водный пулеуловитель называется. Он предназначен для отстрела огнестрельного оружия с целью получения образцов для сравнительного исследования. Это длинноствольное оружие, именно АК-74. Вот сюда, здесь кевлар, специальное волокно находится. В него мы отстреливаем пули от длинноствольного. Эта нитка способна остановить пулю. Она такая прочная. Называется кевлар. Такая вот. Ее используют на бронежилете. Также ребятам продемонстрировали спецсредства защиты и основные принципы их состава и комплектации. После демонстрации работы комплекса для отстрела нарезного огнестрельного оружия школьники осмотрели экспериментальный материал и ознакомились с процедурой электронного ввода данных в унифицированную пулегильзотеку принципом сканирования и анализа. Юношам особо интересна была коллекция боеприпасов, собранная в результате практической работы криминалистов. Специалисты ЭКЦ продемонстрировали основные виды патрон, а также взрывные устройства и их комплектующие, обратив особое внимание на технику безопасности обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. Значит, идем дальше, да? Да. Химик-эксперт криминалистического центра МВД продемонстрировала базовые методики химических экспертиз, определяющих наличие определенных веществ в исследуемом биоматериале, в частности запрещенных наркотических средств и психотропных веществ, а также рассказала школьникам о специфике работы современного электронного оборудования и компьютерной обработки результатов проводимых экспертиз.
Сотрудники милиции хорошо выполняют свои служебные обязанности, но умеют не только задерживать преступников и наводить правопорядок. Залог хорошей физической подготовки и здоровья – это спорт. Спортивные достижения сборных команд ведомства и сотрудников милиции представлены на почетной стене в фойе Центрального аппарата МВД. Взаимодействие с подрастающим поколением – добрая традиция в Министерстве внутренних дел. И подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. На 1 апреля 2023 года перерегистрацию прошли более 50% пенсионеров, получающих абхазскую пенсию, а это 24 954 человека. Речь идет о первом месяце данной процедуры, которая продлится до 31 мая. Перерегистрация необходима для того, чтобы уточнить количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения Абхазии. О процедуре перерегистрации и цифрах нашему телеканалу рассказал министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба. Подробнее Анастасия Никонова. 1 марта 2023 года в Абхазии, согласно распоряжению Кабинета министров, началась перерегистрация пенсионеров, получающих абхазскую пенсию. Данная процедура необходима для того, чтобы выявить точное количество пенсионеров, состоящих на учете в отделах соцобеспечения республики. Спустя месяц после начала перерегистрации ее прошли 24 954 человека, что составляет чуть более 50% от общего числа пенсионеров. Есть еще время, оставшиеся тоже, я надеюсь, пройдут. Основная цель – это уточнение списков пенсионеров, это вот выявление случаев, когда факт смерти умершего не зарегистрирован, а мы продолжаем начислять пенсии. Есть случаи, когда граждане на постоянное место жительства переехали в другую страну и так далее, другие случаи, в общем. Ну, в целом мы довольны пока. Вот, если по регионам говорить, да, в городе Сухум уже почти 52% прошли, в Гагарском районе также. Самую активную часть у нас принимают в Гудаутском районе 65,5%, это хорошо. Вот, меньше всего у нас в Галском районе пока 28%. Но время еще есть, так что будем продолжать. Вот. Что касается самой перерегистрации, в случае, если гражданин по состоянию здоровья не имеет возможности самостоятельно приехать и пройти перерегистрацию в отделе социального обеспечения, в таком случае там близкими родственниками, соседями подается заявление с указанием адреса, и работники отдела социального обеспечения обязаны выехать через определенное время в течение перерегистрации и провести перерегистрацию на дому. Руслан Аджба также прокомментировал ситуацию о возврате абхазской стороной незаконно полученных родственниками умерших пенсионеров российских пенсий. Сумма более 20 миллионов рублей скопилась с 2015 по 2020 год, отметил министр. После смерти пенсионера какие-то лица продолжали снимать пенсию. И случаи не представлялись возможным выявить в связи с тем, что у нас факт смерти не регистрируется своевременно. В связи с этим вот продолжали начислять, перечислять, а кто-то продолжал снимать. И в связи с чем получилась у нас переплата. Вот. Переплата была в сумме 24 миллиона, но вот по последним данным, которые нам прислали, уже 20,5 миллиона рублей. То есть уже какую-то сумму, значит, удалось вернуть Пенсионный фонд Российской Федерации. Органы прокуратуры постоянно занимаются этой работой. Вот в этот период, так как могли снимать в банкоматах, то есть определить, выявить лицо, которое совершило данное действие, не представляется возможным. В связи с чем у нас такое получилось. И как вы знаете, с августа 2020 года у нас приостановлена выплата по картам. И за этот период уже меньше случаев. Даже если эти случаи произойдут, то уже установить лицо, совершившее незаконное действие, гораздо легче. Органам прокуратуры удается выявить случаи и принять меры по возврату этих средств.
Возвращаясь к перерегистрации получателей абхазской пенсии, министр соцобеспечения отметил, что выплату пенсии гражданам своевременно не прошедшим перерегистрацию будут выдавать со дня приостановления, но не более чем за 6 месяцев. В течение периода перерегистрации с 1 марта по 31 мая выплата пенсии не прекращается. Все получатели будут получать без задержек. Лицам, не прошедшим своевременно перерегистрацию, с 1 июня будет приостановлена выплата пенсии. А лица, прошедшие перерегистрацию после 31 мая, с 1 июня, будет выплачена пенсия со дня приостановки, но не более 6 месяцев. То есть, что имеется в виду? До конца ноября месяца, кто прошел перерегистрацию, получат пенсию со дня приостановки, то есть с 1 июня. Лица, прошедшие перерегистрацию уже после 30 ноября, то есть с 1 декабря, им выплата будет осуществлена со дня прохождения перерегистрации. То есть за весь прошедший период не будет выплачена пенсия. Я хочу, чтобы об этом знали, и с учетом этого, чтобы все постарались и своевременно приняли участие в перерегистрации и прошли эту перерегистрацию, чтобы не было потом проблем с выплатой. Перерегистрация получателей абхазской пенсии будет проходить до 31 мая. После окончания процедуры Минсоцобеспечения представит отчет о проделанной работе в Кабинет министров. Анастасия Никонова, Инна Лагухава, Абазатовы. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Будбы состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений. Аттестацию прошли 25 работников из Республиканской городской клинической детской больницы, а также Республиканского кожно-венерологического диспансера и поликлиники номер 3 «Синоп». В целом аттестация прошла удачно. Наши коллеги смогли показать достаточно высокий уровень знания, отметил Эдуард Будба. Подобный экзамен Минздрав проводит 2 раза в год. Новости АГУ. Абхазский государственный университет совершает поездки в города и районы республики, связанные с профориентационной деятельностью в рамках приемной кампании 2023 года. 4 апреля представители кафедр вуза во главе с ответственным секретарем приемной комиссии АГУ Ингой Ардзенба провели встречу с учениками старших классов Сухумского и Гулрыбского районов. Встреча проходила в Сухумской средней школе номер 4. Представители факультетов подробно рассказали учащимся о направлениях подготовки и образовательных программах университета, по которым в этом году будет осуществляться прием абитуриентов, поведали о многогранной творческой жизни студентов. Для более развернутой информации о направлениях подготовки и образовательных программах учащимся школ были преподнесены в дар от вуза книги, справочник для поступающих в АГУ и пособие по истории Абхазии. В рамках встречи выпускники школ получили детальную консультацию в личной беседе с преподавателями вуза и обменялись контактами. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации Абхазского государственного университета. В Абхазском институте гуманитарных исследований обсудили за круглым столом российско-абхазские литературные взаимосвязи, традиции, опыт сотрудничества, перспективы. Подробности у Марианы Котовой. Литературовед, толстовед Марина Щербакова и писатель Сергей Щербаков выступили в Абхазском институте гуманитарных исследований. Они рассказали о литературных взаимосвязях Абхазии и России, о современных литературных тенденциях, о православной традиции в сегодняшней русской литературе. А начала свою речь профессор Щербакова с событий 20-летней давности, произошедших в этих же стенах. Когда Институт мировой литературы снарядил делегацию на конференцию, первую в поддержку Абхазской академии наук после десятилетия Победы. Вот, и мы приехали в этот зал, и я сразу не сообразила, не сориентировалась, а когда села, я поняла, что вот там мы сидели, здесь сидели уважаемые наши старшие коллеги, учителя,
Были тогда и из Адыгеи большая делегация была. Марина Щербакова призывает к сотрудничеству абхазских коллег. Она считает, что поле для деятельности по теме абхазо-российских литературных взаимосвязей довольно широко. И еще много работы предстоит проделать, чтобы найти еще больше связующих нитей. Наши двери всегда открыты. И опыт подготовки этих томов показывает, что гармония над нами. Какой бы материал, большой или маленький, лингвистический или литературоведческий, или исторический, вы бы не прислали, он как-то настолько гармонично ложится в этот венок российско-абхазских отношений, культурных, литературных, что просто как будто бы он там и находился. Станислав Лакоба много работал с архивами. По его словам, хоть и была проделана огромная работа, но еще существуют мифы, которые предстоит развенчать. И о периоде XIX века, и о начале XX. Некоторые факты были установлены благодаря кропотливому труду и внимательному анализу информации еще в советские годы. Очень многие, скажем, писатели общались с Нестором Лакоба, русские писатели приезжали сюда. Очень много есть воспоминаний. Тот же Осип Мандельштам, он, в общем-то, на его смерть написал потом и стихотворение. И, кстати, тоже очень интересно, потому что во всех изданиях всегда отмечалось, что пою, когда гортань сыра, душа суха. По первой фразе, по первой строчке. И никогда не говорилось, что на самом деле это связано с Абхазией. Грузинские исследователи, литературоведы писали, что это о Грузии, о Колхиде и так далее. А потом выясняется, я был один из тех последних людей, кто вообще говорил с Надеждой Мандельштам. Буквально через 2-3 дня она умерла по телефону. В ходе круглого стола писатель Сергей Щербаков рассказал о современных литературных традициях и о влиянии православия на литературу сегодня. По его словам, вера так обогатила его, что ему больше не приходится придумывать. Фантазер по своей сути стал летописцем. Так он говорит о себе. Жизнь вдруг стала такая богатая, когда я крестился, что придумывать не стало нужды. Просто я не говорил себе, я не буду придумывать. А вот так вышло. Прошло много лет, и я понял, что я ничего не придумываю. То есть я пишу такой непридуманный роман о жизни русского человека, в основном себя и моих близких, который родился в середине 20 века. Коллегам он написал новый философский литературный прием – «Закольцевание Божье». И зачитал отрывок из своего произведения, которое, по его мнению, ярко описывает события настоящего времени. Поясню, «Закольцевание Божье» – это я, сам, открыл. Это такой философский художественный метод, что ли. Это из земли мы созданы, в землю мы уходим. Вот оно закольцевание. А я проследил эта вещь, у меня как раз называется, с которой я вам читаю, закольцевание. Я проследил закольцевания, которые были в моей жизни и в жизни нашей страны, скажем так, нашего народа. Поэтому я сказать, чтобы вам было понятно. С кем жизнь начинаешь, тем повзрослев и вернешься. И на Украине мы воюем за то, чтобы люди остались людьми, а не трансгендерами, не ЛГБТшниками содомскими. Завершился круглый стол вручением подарков. Сергею Щербакову вручили монету с изображением Дранского храма, Марине Щербаковой с портретом Дермита Гулия, а также указ президента о присвоении звания почетного деятеля науки Республики Абхазия. Марианна Котова, Сасрык Вагухава, Абаза ТВ. Сегодня в эфир Абаза ТВ выходит первый выпуск передачи «Апстра», созданный при поддержке Детского фонда ООН. Героями первого выпуска передачи стали люди, которые выучили абхазский язык во взрослом возрасте и рассказали о своем опыте изучения языка. Проект полностью на абхазском языке с русскими субтитрами будет выходить ежемесячно. В рамках гастрольного тура вместе с проектом «12» Никиты Михалкова московский детский ансамбль абхазского танца «Амцабс» принял участие в 4 спектаклях в Кемеровской области. Об этом Апснепресс сообщил руководитель ансамбля «Амцабс» Лаша Марыхуба. «12» – самый масштабный спектакль. В спектакле участвует и ансамбль «Амцабс». Роль подсудимого чеченского мальчика исполняет ученик Амцабс Рамис Кельбиев. Как отметил руководитель ансамбля Лаш Марыхуба, спектакли прошли с аншлагом. С
Спорт. Абхазские спортсмены принимают участие в первенстве России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, который проходит с 3 по 7 апреля в Наро-Фоминске, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. Конно-спортивные соревнования, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в селе Дурипш с 8 по 9 мая, сообщил СМИ председатель комитета по вопросам молодежи и спорта Гудаутского района, главный судья Федерации конного спорта Абхазии Джарнас Беня. Он отметил, что в соревнованиях примут участие сборные команды из 6 гудаутских сел. Призовой фонд составит 880 тысяч рублей. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 5 апреля в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 15-20, температура морской воды плюс 10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.